Hürmetli olanlar, milletvekiller, kollegalar, Mehmet Ceyhun'un bakıyoruz. Şunakta Боровичка Бигбук Пайбан, Tanto Өлігіні Шамил Савшиевке, Курышқа съезда, Олегіні біргелер, Шоқлашып бергені, бүгін кетіп табарды. Шунақта Белешін Сеевна, Наталья Васильевна, уважаемая, Эльвира Ханым, родственники, друзья. На самом деле это большая утрата для всех нас, потому что Шамиль Шамшиев всю свою жизнь посвятил нашей профессии, журналистскому делу, и он входит, конечно, в блестящую, фантастическую династию Хамматовых, которые, безусловно, оставили огромный след в нашей журналистике. И я хотел сказать, что его отец, сами знаете, великим, потрясающим редактором объединенной редакции «Социалистик Татарстан» и «Республика Татарстан». Это была такая огромная, фактически аналог Ахмедия, и он оставил огромный след. И сын продолжил его дело. И, конечно, он сам работал заведующим в обкоме партии сначала по средствам массовой информации, потом он работал в Госкомитете по делам печати, насколько я помню. Потом он работал министром печати. Потом он работал в Татар-информе заместителем главного редактора. Потом он работал в газете «Татар-Иле» долгое время, которая писала о татарах, живущих за пределами Татарстана. Этот человек всегда был деятельным, всегда неравнодушным, всегда талантливым, творческим. И, безусловно, вот сколько я его помню, он каждый раз звонил, каждый раз интересовался, как... он был председателем Союза журналистов, безусловно, я забыл сказать, председатель Союза журналистов. И каждый раз он звонил, интересовался, как дела в Союзе, всегда приходил в Союз. Все директора его и все наши члены президиума его хорошо помнят, знают и любят. Потому что это неравнодушное отношение ко всему, что его окружало, отличало его. У него, конечно, был потрясающий характер. Я хочу это особо отметить. Он был очень легким человеком в общении. Он всегда был в хорошем настроении, несмотря на какие кошки там скрижили в душе. Но вот таким мы его запомним, таким мы его в душе сохраним. И я, конечно, прежде всего сначала хотел предоставить слово руководителю агентства «Татмедиа», который тоже с ним очень много общался, Айдар Сигараевич очень долго с ним всегда общался. Финал к нему приходил, я его видел в кабинете, что-то советовал, и всегда его было очень полезно послушать, прислушаться к тому, что он говорит. Слышь, пожалуйста. Первое становление у меня в журналистике, когда становился не просто журналистом, руководитель учился, учились на совместной работе с Шамилем Шамсиевичем. И, наверное, главное качество, которое запомнился его человеколюбие, наверное, он одинаково хорошо ко всем относился и каждому старался уделять внимание, находить общие темы, делиться. И, наверное, как журналист, особенно трепетное отношение к слову, как он каждое слово разворачивает, предложение. Меня это изводило, конечно, да, что так долго, как бы быстрее, но он часами мог на тумане приносить, писать, переписывать, шлифовать, подбирать слова. Ну, это вот особенный подход того поколения, которого зачастую нам, наверное, не хватает. И в этом плане я был, наверное, учеником, который учил меня писать грамотно, писать письмо, писать доходчиво. Большая школа, которую очень внимательно уделял, для него это очень важно было передать свои знания науки. Конечно, судьба у Шамиля Шамсиевича была непростая, он дитя советской эпохи, и который трудно переносил те изменения общественные, которые происходили. По многим этим вопрос, но тем не менее он держался, старался работать, старался вносить свой значимый весомый вклад в национальное дело, дело сохранения национальной культуры, объединения нашей диаспоры. Он всегда с очень большим трепетом общался с этими представителями.
Хочу пожелать Jimmy Турфан, несколько соплакалось. Честно говоря, я хотел вас тоже поблагодарить, потому что мы изначально, когда с родственниками решали, откуда будем прощаться, решили сначала, что поедем домой. Но я, честно говоря, позвонил, он сказал, нет, давайте будем прощаться здесь, это его дом. Да, это его дом, он его строил, он помогал его строить, помогал создавать. И надо, конечно, из этого дома с ними прощаться. Я считаю, что это очень правильно, глядя на лица людей, которые сегодня здесь собрались. Мы правильно решили, что надо именно отсюда его и проводить. Я хотел тоже предоставить слово нашему коллеге Римату Ратниковой, депутату Государственного совета, председателю комиссии Государственного совета и, безусловно, журналисту, которым мы вместе бок о бок, вот уже сколько лет работаем в этой отрасли, и который очень хорошо знал всю семью, и очень дружили, я слышал, дружили домами. Вам слово. Hürmetli kalemdaşlar, hizmetdaşlar, Şamil Sәтшінің туғаннары, мұхтарам жамағат, барығыздың да терең айыбызға тақлашам, зор мұраты барығыз үшін. Разрешите выразить глубочайшее соболезнование всем родственникам, коллегам, всем вам. И это действительно очень правильное решение попрощаться с Шамилем Сәтшевичем в это время, потому что это наше издательство строилось в конце 60-х, начале 70-х годов, и Шамиль Сәтшевич здесь работал, и его отец, Шамиль Габидулович, также строил этот дом и был здесь главным редактором. Конечно, это замечательная династия. Шамиль Сәтшевич говорил, что генетически надо быть журналистом, по-другому эта профессия не принимает людей. Хотя сам он, по правде сказать, пытался найти другую стезю в жизни. В начале 60-х все мальчишки грезили авиацией, космосом, Каир был пуп земли, и Шамиль Сәтшевич пытался поступить туда, проучился там несколько лет, но потом все-таки эта труба, этот вихрь журналистики притащил его к себе. Действительно талантливый журналист, умеющий работать со словом, коллеги сказали уже об этом. Но в этом здании на этажах мы не раз пересекались, когда он был. Я была еще тогда корреспондентом комсомольской Татарии, он был корреспондентом советской Татарии. Но я запомнила, конечно, его как министр печати. Вот сложное было время, когда 26 декабря 1991 года распался Советский Союз, 27 декабря 1991 года был принят закон о печати. Разрабатывался как закон о печати СССР, а он был уже первым министром законов молодой стране Советской России. Получили возможность создавать средства массовой информации все, физические лица в том числе. И вот сколько нас было там, значит, по пальцам перечесть средств массовой информации, как стало там 500, 600, 700, каждый день нарастало. Политически куда идти было непонятно, куда пойдет республика, тоже была сложная ситуация. Национальная политика тоже была не до конца понятна. Наши татарские коллеги, татар-журналист Лара Майданда, Золотырты спасатель времени говорилось. И вот в этих условиях Шамиль Сәтшевич был министром печати. Экономически безумная была ситуация. Вот я помню, что на 12 месяцев была подписка, мы получали деньги за подписку в конце декабря. Этих денег для того, чтобы выпускать 12 месяцев газету, они заканчивались в конце февраля, в начале марта. Что там дальше было совершенно непонятно. Как он был в этих условиях министром, это сегодня трудно даже вообразить. И, знаете, еще была ведь ситуация, государство же просит деньги, да, а на лозунг-то был председатель Союза журналистов Россия, сел в программу, говорил, правду скажем и деньги возьмем. И вот кусают, критикуют, и в то же время без денег ни одного номера газеты не выпустишь. И
И в Союзе журналистов была ситуация непростая, потому что это огромный союз Союза журналистов СССР, распался, все распределились по своим национальным квартирам. Мы тоже не знали, что делать, тоже по национальному признаку здесь дискуссии мощнейшие шли. И здесь вы были. Шамиль Шамсеевич, конечно, перед этими вызовами, которые ломали, испытывали, выстоял, это было очень сложно. Потом мы работали, хотя это было сложно. Потом мы вместе работали в Татар-информе, он был редактором уже при мне газеты «Татарские края». И действительно, нам bütün şu şaranda sevilip yaşamışım Tatarlarına jiyen, mağluna jiyenler turunda durmuşum, bilişim, проблемаларына кіріп, ярдәм итәргә тырышып, шулай яшәдек, эшләдек бергә. Шамиль Шамсеевич, спасибо вам огромное за совместную нашу работу, за сотрудничество, за то, что вы хранили память об отце, о Шамсе Хабибуловиче. Мы вместе собирали документы, пытались назвать одну из улиц Казани именем Хаматова. Шамилю Шамсеевичу удалось мемориальную доску на доме, где он жил, отец Шамсе Хабибуловича, имею в виду, установить. Но про тему названия улицы, коллеги, может быть, когда собирать. Я думаю, что, может, к этой теме еще можно вернуться, назвать одну из новых или каких-то там улиц, переименование идет именем династии Хаматовых. И я думаю, что это нужно совсем не для них, это нужно для нас в первую очередь, для журналистов, для того, чтобы наша профессия была уважаемой и не была просто создателем информационного шума. Огромное спасибо, коллеги, что вы пришли почтить память нашего коллеги. Шамиль Шамсеевич, Тор кабирләрегез ким булсын, нурлы булсын, урыннарыгыз җәннәттә булсын. Кыймматлы шуннан шулай ул татар милләтен, татар дәүләтен, татарлар дәүләтен саклаган кеше, һәм көч биргән кеше, монда әйтеп үттек, монысы дөрес. Шуннан да ул теге гәҗиттә эшләгән вакытта мин гәҗиттә беренче чыккан саннары, анда инде менә шул татар рухын сеңдерәдер ул гәҗиткә. Шуннан да сеңдереп язалар янда. Бу чакта теге күтәрелгән вакыт, ул чакта теге бар бездә дулкынланган, дәртләнгән вакытта мен шундый гәҗиттә татарларга бик кирәк. Мы продолжим. Он долгие годы работал и в Татар-информе, был заместителем руководителя агентства Татар-информ. Поэтому Билалов, руководитель Татар-информа, пару слов. Уважаемые близкие, родные, коллеги, знаете, в 90-е годы мы, когда еще были начинающими журналистами, мы, конечно, всегда вот так снизу вверх смотрели на ту плеяду журналистов, с которыми мы, к сожалению, сегодня прощаемся. Действительно, эти люди и Шамиль Шамсеевич, они заложили основы того, что мы сейчас делаем. То есть те подходы, те принципы, которые сейчас у нас есть, они во многом сформированы им, его коллегами, людьми того поколения. Здесь вот упоминали про проект Татар-Иды, татарский проект в редакции Татар-информа. Действительно, это был прекрасный проект, очень важный, очень значимый в то время. Мы читали от корки до корки все. И я хочу сказать, что то дело, которое Шамиль Шамсеевич тогда начал, оно и сейчас живет в нашей редакции. Мы создали другой проект, но основанный на тех же идеях, на тех же принципах, которые были в свое время в газете «Татарские края». И продолжаем эту работу. И, к сожалению, с болью, с глубоким сожалением мы сегодня прощаемся. И, знаете, Шамиль Шамсеевич, он уходит, но он остается. И то, что мы прощаемся с ним здесь, в этом здании, я думаю, это нам всем должно говорить о том, что те дела, которые он делал, мы должны продолжать. И никогда об этом не забывать. Шамиль Шамсеевич, нужно нажимать таблицу. Шынақта бұл бек мұхим. Буыннар элементәсенә шулай үзелмәсен. Бүген безнең җыелыш та менә шул буыннарның элементәсен күрсәтә. Анда төрле буыннар журналистлары җыелдык.
һәм күреп алар эшләгән эш, алар эшләгән нигезләр безнең яңа бинаны төзүдә бик зур өлеш булып тора. Шуңа күрә мин сүзне я хочу предоставить слово руководителю ГТРК Татарстан Гиматилу Гусаровичу, который как раз сегодня является одним из тех, кто продолжает это большое, важное и нужное дело. Muhterem tuğanlar, sizin ulu payınızı ortaklaşam, şu şağır minutlarda kadar size sabırlık özümlük versin. Muhterem kollegalar, ben özüm Şamil ağanı şahsen bilmiydim. Lakin Regnat Özüç'te ayttan sözlerini cüplep, üstep şunu aytasım kile, biz Şamil ağalar nigiz salgan jurnalistika örneginde terbiyelenip üstük, hem şu tradisiyalarını saklap devam ettirge tırışabız. Hammatıqlar nesilinden Elmir Miftahow'unu bilen birge işlerge nasip buldu. Ул yıllarını da men sağlığını esке alam. Umumen bizning xizmat davrida Hammatovlar familiyasi her vaqt eshikdir yangraq turdi desem de ortiq bo'lmas. Endi hozirda kengashmalarga yurganda fotolar bizning tarmoq ministrlarining fotolari yana tasdan o'tganda har vaqt Şamil ağanın fotosini e'tibor etaydim. Chunki ondan shunday sınavlı qarash, talabchan qarash, ham u har vaqt bizning jirimiz, bizning hunarimiz, bizning tuğan elimiz uchun sevgugin narsa ishlading degan so'ragan tusda bilan qarashi. Şamil ağa, o'rinlaringiz jannatda bo'lsin. Sizning haqda yaxshi xotira bizning ko'ngillarda mangu saqlanadi. Я не сомневаюсь, что наследие династии Хамматовых нуждается и в своем научном осмыслении, и студенты должны об этом наследии знать, его изучать. Поэтому, Леонид Григорьевич, я, конечно, просто с учетом того, что вы пришли сегодня проститься, я не могу не предоставить вам слово. Леонид Григорьевич Толчинский, руководитель Института массовой коммуникации Казанского государственного федерального университета. Прошу вас, Леонид Григорьевич. Уважаемые коллеги, как случается, да, что встречаемся на похоронах. Хотя вот совсем недавно был повод, встречались, все живы, здоровы, улыбались. Поэтому хочется сказать только несколько слов, да, давайте беречь каждый миг общения друг с другом, с такими людьми, которые могут передать нам не только профессиональные навыки, не только профессиональное мастерство, но и искреннюю доброту. Рима классно, очень верно подметила. Тяжелейшие времена, тяжелейшая судьба, изломы, но какой-то внутренний оптимизм, спокойствие, уверенность всегда были в этом человеке. Какая-то надежность и такое ощущение, что будет всегда. И так вот, оказывается, все очень мимолетно. Поэтому давайте беречь друг друга, давайте, конечно, безусловно, передавать те знания о таких людях новому поколению. И давайте помнить этих людей максимально долго. Пока мы живы, мы помним. Даст Бог, наши дети, наши внуки, наши студенты будут и помнить, и учиться на этом, и главное продолжать то, чему была посвящена жизнь. Жизнь хоть и трудная, яркая, добрая и очень эмоционально не знаю, как это выразить. Знаете, всегда человека искренне доброта и спокойствие. Вот этому надо тоже учиться. Спасибо, что вы были. И спасибо, что вы будете. Доброй памяти. Спасибо.
Уважаемые коллеги, millətdaşlar, dostlar, qardaşlar, kimin sözü var tamam. Haydi. Якубова Венера, газета «Казанские ведомости», член Президиума Союза журналистов. Уважаемые родные, коллеги, сегодня мы провожаем легендарную личность Станислава Шансеевича, много дел для журналистского сообщества. И тут, наверное, смерть заставляет осознать нас, сколько он для нас сделал. Хочу сказать, что он был выходцем из знаменитой династии, но он прошел все ступени, от корреспондента до министра, и остался человеком. Он не забронзовел. Вот я вот лично у него 2 раза была на приеме, когда не была главным редактором. Вопросы, с которыми я зашла, они были сложные достаточно. Он их решил за минуту. Сказал, конечно, все подпишу, все сделаю. Огромное ему спасибо за эту человечность, за это неравнодушие. Но хочу сказать, что он был министром в самое сложное время, когда, например, газета «Молодежь Татарстана», которую Матласов возглавляла, писала очень острые материалы, связанные со статусом республики, с ее государственностью. Ну, я представляю, сколько ему было звонков сверху, сколько ему досталось как министру. Но он не прекращал этот сериал, и с той историей о суверенитете, различные. Он не вмешивался, в общем-то, в нашу деятельность, и таким же он остался, когда я стала редактором. Это очень ценные качества. То есть он не мешал нам работать, а всячески поддерживал. Потом хочу сказать о том, что он был очень преданным читателем газеты «Казанские ведомости», которую я возглавляю. Он читал, звонил, поддерживал нас. И об этом говорит серия интервью, которая у нас с ним вышла. И говорил он, что печатная журналистика будет жить. Объяснял, в чем разница между электронной журналистикой и печатной. И я, как человек, который тоже болел на эту тему, я ему хочу сказать спасибо вам за то, что вы были таким неформальным, душевным, отзывчивым человеком с большой буквы. И я тоже буду продолжать биться за то, чтобы традиции, лучшие традиции казахстанской журналистики остались в живых, и чтобы печатная пресса была светлой вам память, Шарик Шансеевич. Спасибо, Михаил. На самом деле вы правы, меня спрашивают, вы сейчас иногда ругают вас, иногда ругают. Там не было времени по голове, каждый есть стучали, и очень сильно. Ну, и потом я говорю, как раз в то самое время, как это было в эти тяжелые годы. Я хотел уточнить, родственники кто-нибудь скажет? Пожалуйста, сейчас. Вы определитесь пока, да? Уважаемые коллеги, уважаемые родственники, сегодня очень тяжелый день. Обращаемся с Аксакалом, как мэтр татарстанской журналистики. Этот человек сыграл огромную роль в жизни многих наших коллег, в том числе моей. В свое время он меня пригласил на работу в Министерство информации и печати. В то время это назывался Госкомитет по делам печати, полиграфии и книжной торговли. С этим человеком связано реформирование нашей отрасли. Госкомитет стал Министерством информации и печати Республики Татарстан. Этот человек разработал положение о министерстве. Этот человек создал информационное агентство «Татаринформ». Его папа, уважаемый человек, журналист Советского Союза, был председателем экзаменационной комиссии журфака Казанского университета. Наверняка в дипломах есть подписи Шамси Хабибуловича Хаматова. Это династия, которая сделала очень многое для журналистики Татарстана. Я помню те трудные времена, 90-е годы, когда закон о печати СССР только был принят, и районный комитет партии обкома прекратили существование. Все эти издания надо было перерегистрировать. И Министерство информации и печати разработало свидетельство о регистрации новых СМИ. Уже с новым учредителем, и все районные газеты перешли
прошли через Министерство информации и печати, получив новые документы. То есть газета ни на день не прекращали выпускаться в республике. Что касается человеческих качеств, это был очень добрый, очень открытый, очень отзывчивый человек, из кабинета которого никто не уходил, не решив свои проблемы. Тут об этом уже было сказано. Очень хорошо. Он помогал любому редактору, который приезжал из района, решал его вопросы, обеспечивал оборудованием типографским, машинами, линотипами. Ну, всячески Бумаги, да, какая бумага была. была ситуация, когда газета могли прекратить выпуск из-за дефицита бумаги. Шамиль Шамсевич решал эти вопросы очень оперативно. У него была прекрасная связь с Министерством информации и печати России, министра Российской Федерации, министра печати приезжали в Татарстан, знакомились с опытом, поступали перед нашими журналистами. Договор подписывали с Министерством информации и печати Российской Федерации о развитии татарской журналистики. В это время многие татарские издательства, газеты получали субсидии из Министерства Российской Федерации на издание газет на татарском языке в регионах России, поскольку в регионах России газеты выходили на русском языке, и после перестройки газеты стали появляться и в татарских диаспорах на татарском языке. И вот Шамиль Шамсевич помогал всячески, как мог, поддерживал выпуски этих газет. Одним словом, память должна жить, и сегодняшнее поколение журналистов должно помнить о таких мэтрах, о таких аксакалах, которые сделали для отрасли очень много. И тогда мы будем в журналистском сообществе мощной силой, которая будет решать очень важные задачи по развитию и татарского народа, и нашей республики, и нашей страны. Уже начальник От семьи Фарида Бугарского. Пожалуйста. Eşsiz oturduğunda ertesini bir şey söz. Birinciden Müslümanlıkta talon bir jurnalist videodaydım. Onun anlayabilirken statülerin, zor statülerin kurban. Onun sonundaki yaşım var. O statülerin diye kişilerine zıbırdı çağırıyor. Kişilerin решительные пособия было Украине. Суббота, он стартовал, вчера оторвал, он стартовал, диссертация в этом, параграф второго времени. И тут Шамиль, республикада, кішкене теңіз бойынша белгілі спортсмендер. Он кіші арасында кірген списокта. Настольники единственное, жеңіл һәм батыр итүгә дейді. Үшіншіден, Шамиль киң күңелле, йомшак күңелле кеше иде. Ярата иде балаларны. Безнең Рөстәм, Алиса үзенең балаларына, уңышларына шатланып яши иде. Ул бик күңелле, шундый Шамиль белән bir план бар иде. Кең аудиторияга, кешенең организмы буенча фәнни популяр кечкенә генә китап язарга. Ләкин егры булмады. Бу эш Шамиль миңа калды бик үтәрмен. Андый китап бик кирәк булса, мәктәп балалары мәскәүдә булган кең аудиторияга. Журналистлар оешмасы белән күптән ветеранларга бу тарафларда бик ярдәмчел булды. Һәм бу традицияны бүген дә сез дәвам итәсез. Сезгә бик зур рәхмәт. Һәм сезгә шулай уңышлар телим. Мен Ирина Сәләхинова. Мирханов. Шамил Язгашевләрдән яхшы белән, тормыш башлыгы башланган.
Şimdi cevaplarında işleyen zor isimlerle yapılan etkisinin olduğundan ama başta jurnalist işi başına bir geçtim. Özünün öz orunu bulur iş, öz sözü bulur işle, özünün talantlı bulan kişi kendini rastlamak için başka bir kavga Türkiye'de. Çünkü etkisinin malayı, Hammatov'un malayı gittiğine karılarıydı. Ama şu ispat eder için özünün şundan da olur. Şimdi jurnalist, bu isimde jurnalist kendini rastlamak için tünler boyu oturup yazaydı, tünler boyu cıklamaydı, yazaydı. Anasının kitaplarının altı inerselesi. Bu şu kadar icatla, icatlanıp yaşadı. Bundan bütün tırmışınlar şu jurnalistikte icat tam kızılarla ilerlerler. Kızı yarakta uğraştım. Olay yaş görüşü bulmadı. Kızım, onun hem yüreğinde benim en yakın kişim kızım şuraya koyayım. Mahal edersin, o kadar şuraya. Kurttan da bitmesi başkanım. Anlaşmakta mısın? Bakın inşallah. Я сестра Чамина. Человек был другом, заботливым братом. Я думаю, что Михаил был журналистом и достойно продолжить делать свое дело. Хочу сказать большое спасибо за достойные проводы Союз журналистов, вас, Решетка Михайлович, всех, кто собрался сегодня проводить моего брата. Спасибо вам большое, огромное спасибо. Коллеги, соглашаться, да, Amerikaner. Also farkında beklemişler. Vermişler korkaya. Ha?